А улыбкой и сердцем Кубка мира президент ФИФА Джанни Инфантино назвал волонтеров Мундиаля. Более 100 тысяч человек помогали и подсказывали этим летом иностранным и российским болельщикам. Волонтеры побили всевозможные рекорды. Конкурс на место составил 116 человек, а заявок поступило 177 тысяч. Почти 80% молодежь от 18 до 25 лет. В заветном списке волонтеров оказались и якутяне, хотя Кристина Якупова выяснила, наши ребята отметились на чемпионате мира и другим способом. Потом кепочка, еще, для людей, которые... Чтобы стать волонтером чемпионата мира по футболу, Айтал начал подавать заявки за 2 года до Мундиаля. В Рязани парня взяли в резерв. Шансов попасть на турнир практически не было. Отправил документы в Санкт-Петербург. Спустя 2 недели получил заветное письмо. Мы проходили собеседование на русском, на английском языках. Особое внимание уделялось уровню английского языка, уровню знания другими иностранными языками. Я помимо английского еще владею корейским и турецким языками, и это, я считаю, большой плюс. Хотелось бы еще участвовать в таких мероприятиях, но если будет шанс, то я его точно не упущу. Отзывчивые, приветливые, ответственные и незаменимые. Волонтеры чемпионата мира. Они не главные гости праздника, но без них он бы не состоялся. Сами люди, сама эмоция, сама атмосфера – это нечто. Сопровождал людей, встречал гостей, помогал им. Волонтер, гид, переводчик и помощник в одном лице. Функции безграничны. Комфортное передвижение по городу, первая медицинская помощь, оформление документов. И я отправила его на поезде. Самым дешевом поезде. Надеюсь, доехал. Для того, чтобы болельщики смогли отличить ребят-волонтеров, им выдавалась яркая синяя форма. Это кепка, кофта, штаны, дождевик и рюкзак. Форма волонтера остается у ребят на долгую память, как и теплые воспоминания о чемпионате мира по футболу в России. Для каждого из них это новое открытие. Каждый для себя открыл как культурную составляющую Санкт-Петербурга, как возможность пообщаться, как потренировать свой язык, возможность в перспективе трудоустроиться, возможность получить новые знания, получить новые компетенции. Кто волонтер? Стать ближе к чемпионату мира по футболу удалось ленчанке Татьяне Тараненко, студентке Уральского федерального университета. В апреле она случайно увидела объявление о доборе сотрудников для работы в качестве продавца сувениров. 3 дня проходили бизнес-игры, тестирование на личностные качества, проверка английского языка. В итоге Татьяна получила работу. Я даже не знала, сколько людей пройдет и всякое такое. Я подумала, попробую, повезет так повезет, будет очень даже неплохо. Нас было 30 с небольшим желающих и взяли только 2. Вот и когда слышишь свою фамилию, то, что ты прошел собеседование, это вообще такое счастье. Шапки-ушанки, толстовки с символикой игр, магниты. Все, что интересует болельщиков, Татьяна продавала. За месяц девушка прожила незабываемые мгновения. Удалось даже краем глаза посмотреть матч и Египет-Уругвай, познакомиться с иностранцами и даже подружиться с некоторыми. Я познакомилась с перуанцами, с арабами, с мексиканцами. Очень много появилось иностранных друзей. Это очень приятно. Русских тоже, конечно, не меньше. Конечно же, новые знакомства – это просто ничто не заменить. Но и также просто само ощущение, что стал частью такой большой истории, такого огромного события, которое бывает не так часто. Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие. Попасть в центр событий удалось не каждому. Одного везения здесь мало. Но благодаря уверенности в себе и упорному труду ребятам из Якутии удалось это сделать. Теперь у счастливчиков есть не только воспоминания, но и опыт, которым нужно делиться. Кристина Якупова, Якутия. День за днем.